Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, наступает время окончания Великого Поста. Все это время Церковь призывала вас к воздержанию и духовному совершенствованию. И вы, как чада Церкви Христовой, добросовестно выполняли предписанные законом, уставом, постовые требования. Но вот в этом году наша страна, как весь мир, встретились с особой инфекционной угрозой коронавируса. Пандемия невольно или вольно нас заставила изменить наш привычный уклад жизни. И не только в быту, но изменила и привычный уклад церковной жизни, что никогда не было. Братья и сестры, приблизилось время пасхальных праздников, пасхальных торжеств, великого главного праздника для всех христиан – Пасхи Христовой, Воскресения Христова. Как величайшее событие, этот праздник вселяет в наши сердца уверенность и надежду на то, что все в этом мире проходящее, кроме вечного Бога и Его воли. В наступающие праздничные пасхальные дни я призываю вас к послушанию. И памятуя слова святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла о том, что всякий, кто чувствует недомогание или имеет сомнение в своем здоровье, должен временно воздержаться от посещения богослужений в храмах и помолиться дома. Всякий же, кто решит посетить богослужение, будь то вербное воскресенье, Страстная Седмица, пасхальные торжества, должен в обязательном порядке использовать защитные маски и соблюдать дистанцию в храме не менее 1 метра. В пасхальную ночь в порядок совершения богослужений будет внесен ряд изменений. Крестный ход будет совершаться только священнослужителями, певчими и церковнослужителями. В некоторых храмах богослужение будет транслироваться на экран в церковной ограде. Освящение верб, куличей, пасах, яиц будет организовано на прихрамовой территории. Все эти меры призваны избежать тесного контакта людей в храмах. Пусть эти меры никого не смущают. Они вводятся ради нашего блага, сохраняя ваше здоровье и здоровье ваших близких. Призываю вас к порядку и благоразумию. Поздравляю всех вас с наступающими праздниками. Желаю вам здоровья, благополучия. Пусть Господь вознаградит вас за ваше смирение. Ваш смиренный молитвенник, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.